ругают маму за то, что я так сильно привязалась к ним, говорит Даля. Мне хорошо с ними. Я не хочу, чтобы их называли чужими людьми и ограничивали меня в общении. История 17-летней Дали, у которой обида на мать за то, что она не позволяет ей общаться с отцом. Презентация книги Розы Ганиевой «Психологическое консультирование в культурном и духовном контексте клиента» начинается с краткого содержания первого кейса. Мать Дали – зависимая от общественного мнения и неуверенная в себе женщина. Увеличивая дистанцию между отцом и дочерью, полагает, что обеспечивает максимальную защиту и безопасность для своего ребенка. В монографии психолога подробно описывается, какие инструменты применялись для терапии клиента. В ходе психологической работы мы переформулировали единственный для матери приоритетный смысл жизни ради дочери. И эта работа не была для нее деструктивной и противоречащей материнской роли, а стала прогрессивным шагом на пути к новым интересам и целям. Книга состоит из 5 кейсов. Среди них детская психоматика, потеря и обретение отца, помощь ребенку при утрате матери. Это истории реальных людей, с которыми Роза Ганиева лично проводила терапию на базе психологического центра. Цель этого эксклюзивного издания – показать на примере героев положительную динамику психологической работы по ее личной методике. Для достижения этих целей психолог опирается на ингушскую культуру и религиозные ценности. Культура и религия – это базовые ценности клиента, на которые терапевт опирается, и с этой опорой получается очень эффективная и очень продуктивная работа. В эту книгу вошли самые интересные, на мой взгляд, случаи из моей практики. Я бы даже сказала, что это вот на тот момент, когда я с ними работала, это были трогательные истории, потрясающие истории. Презентация монографии научного деятеля стала возможностью для гостей не только познакомиться с содержанием ее многолетнего труда, но и задать вопросы опытному психологу. На площадке озвучили рекомендации, пожелания и поделились впечатлениями. Интуитивно догадывалась, что это первый труд у нас в Ингушетии, но что это первый труд России, это, конечно, для нас, для ингушской науки, это представитель нашей науки, это, конечно, очень престижно. И мы просто должны быть счастливы, что у нас вот такой ученый рядом с нами вообще в республике. Познакомиться до презентации с работой Розы Ганиевой успели и коллеги из соседних регионов. В адрес автора были направлены отзывы от деятелей различных сфер – психологи, доктора наук, литературоведы. Те, кто очень хотели, но не смогли оказаться на площадке презентации, разделили этот особенный для автора день в онлайн-формате. Данная монография является первой в российском психологическом пространстве. И она, безусловно, проложит дорогу для раскрытия данной проблематики в контексте других культур нашей многонациональной, многоэтничной, многорелигиозной страны. Собравшиеся в зале уверены, что эта работа будет интересна широкому кругу читателей. Извлечь пользу смогут не только практикующие психологи, но и педагоги, социальные работники, родители. А главное, труд не будет вызывать противоречий. В работе с психологом учитывается этническая и религиозная идентичность как ресурсы клиента. Основная масса литературы, которая есть сейчас на рынке книжном, это переводные источники зарубежные, которые больше подходят для зарубежной психологии, зарубежного менталитета. Даже для российского, среднестатистического россиянина это неподходящая литература, приходится ее адаптировать. Все методики, которые мы используем, они адаптированы в основном. Чем эта книга хороша, что здесь разбито все по кейсам, то есть готовые кейсы, работы с каждым отдельным клиентом. Перечислены все методики, которые использовались, там сказкотерапия, методика пустого стула, ДПДГ методика и масса других. Даются рекомендации литературы. Стаж работы Розы составляет 37 лет. Делится, что чаще всего к ней обращаются с детскими травмами. Долгое время представление о профессии психолога в регионе у большинства было расплывчато и неверно. Правда, в последние 10 лет к скорой помощи для души жители республики обращаются чаще. Мы все время очень тесно работаем с докторами. Это и терапевты, это неврологи, это психиатры. Вот. Это такая большая совместная работа. Это логопеды.
Вот. И только совместными усилиями очень часто можно решить те вопросы, с которыми клиент к нам приходит. Книга «Психологическое консультирование в культурном и духовном контексте клиента» будет доступна на сайтах Литрес. На живых носителях монография в очень ограниченном количестве. Если найдется спонсор для выпуска большого тиража, Роза Ганиева готова к сотрудничеству. Ну а пока лекарь человеческих душ работает над новыми кейсами и планирует выпустить второе издание. Диана Дударова, Сулейман Костоев. Новости 24.